Их мужчины говорят, как мы. Их мужчины одеваются, как мы. Их мужчины выглядят, как мы. У них большие бороды, а указательные пальцы рук подняты вверх. Их женщины точно такие же. Они скромны. Они скрывают все, кроме глаз, и они излучают скромность. Но именно эти люди сидят и смотрят, как мусульманские земли грабят и захватывают крестоносцы. Наших братьев и сестер убивают и пытают. Наших сестер похищают и насилуют. Наших ученых заставляют молчать, сажают в тюрьмы. Реальность уммы скрыта. Никто не говорит о том, что происходит. Их ученые обсуждают семантику и теоретическую практику. А на самом деле наши братья-мусульмане забыты. Умма предана мои братья и сестры. Они могут говорить, что следует методологии саляфов, но, клянусь Аллахом, они далеки от нее. Как сказал Ибн Хазм аль-Андалуси, не обманывайтесь этими продажными людьми, которые называют себя учеными, но носят овечьи шкуры и имеют сердца волков. И воспримет это как принцип, только суннит, саляфит, единобожник, который любит государство Саудовская Аравия. И лишь мубтади, хизбит и мушрик ненавидят государство Саудовская Аравия. Только тот, у кого есть ревность к таухиду Аллаха и к сунне пророка, мир ему и благословение, любит государство Саудовская Аравия. И обязанность на каждом мусульманине защищать это государство. دوما لكيد الدعاء فلا تقفا خلفه للصلاة ويمكر دوما لكيد الدعاء فلا تقفا خلفه للصلاة ويخفي بثوب التقاة الهدى حقيقة كلب الطغاة العتاة أذاك الذي بايع الظالمين ويضحك ذاك. Это послание предупреждения к определенной группе, которая стала раковой опухолью этой уммы. Чем больше они размножаются, тем больше они несут вреда. Их присутствие стало ядом, разрушающим основы их таухида. Вы не внимаете, когда говорим «мы». Поэтому мы приведем вам тех ученых, которых вы признаете. Тех, за кем вы слепо следуете. И они сами же разоблачают себя своими же словами. На протяжении всей истории Аллах обещал разоблачать лицемеров и злодеев. Это те же голоса, которые распространяют фальшивые нарративы и опасную ложь, говоря вам, что лучше молчать и терпеть. И лучше смириться с угнетением. Они проповедуют покорность, но не Аллаху, а тиранам, прикрываясь набожностью. Они говорили, что восстание бесполезно. Они указывали на Сирию как, например, обвиняя ее народ в страданиях, как если бы замученные и убитые сами навлекли на себя свою судьбу. Но время свидетель, и обещание Аллаха истина, которую нельзя отрицать. И теперь Сирия свободна. Башар аль-Асад, тиран, больше не давлеет над ее народом. Но где же теперь эти голоса? Где те проповеди, которые презирали угнетенных? Аллах вновь разоблачил их. Хотя они утверждают, что следуют учению саляфизма, давайте напомним им слова шейха Сулеймана ибн Сахмана, классического ученого из Неджда, который сказал: «И если бы сразились насмерть пустынные жители и жители городов, так что перебили бы все друг друга, то это было бы намного легче, чем устанавливать на земле тагута, который выносит хукм не по исламскому шариату, с которым Аллах послал своего посланника, мир ему и милость Аллаха». И Аллах Всевышний сказал: «Смута хуже убийства». Что подразумевается здесь под фитной? Это, безусловно, ширк и куфр. Следует сохранять единство и стремиться к примирению. Их единство на истине и в призыве к истине, даже если их правитель призывает к куфру, это лучше для них, чем разобщенность, кровопролитие и потеря истины среди них. Конец его слов. Да помилует его Аллах. Это то, что сказал Ибн Бас. Если мы скажем это, что они скажут о нем? Они скажут: посмотрите на тепличных, посмотрите на ботинки султанов, посмотрите на предельное послушание, посмотрите на джамитов.
Вопрос. К примеру, если группа восстает сегодня против современного правителя, можем ли мы вынести ей такфир? Нет. Большинство из них, если они так поступают, будут считаться бунтарями. Потому что большинство из сегодняшних правителей, представляющие умму мусульман, заслуживают, чтобы против них выходили исключительно из-за их нечестия и порочности, и те, кто выходят и восстают против них, при наличии толкования, в зависимости от его необходимости, выходят против них не из-за вынесения такфира за большие грехи, а по причине фиска и порочности сегодняшних правителей и дозволения ими того, что запретил Аллах. И некоторые из этих правителей могут иметь явный куфр. К примеру, забрасывать ислам себе за спину и править не по закону Аллаха. Вот живой пример. Некоторые люди, группы, организации вышли против правителя, однако потерпели неудачу. Пролилась кровь, деньги были потрачены, и многие люди остались бездомными. Дозволено ли человеку повторять подобный опыт снова? Нет, он не должен его повторять. Я видел эти попытки, и к чему они привели, и их негативные последствия. Это должно быть, подобно словам, верующего не ужалят дважды из одной и той же норы. Один из братьев задает вопрос, спрашивая: каково положение относительно правителя, который препятствует или откладывает применение шариата Аллаха Всевышнего и не правит по нему? Дозволен ли выход против него? Ты имеешь в виду отстраниться от него или совершить военный выход против него? Военный выход, да. Не отстраниться? Нет. Военный выход. Отстраниться от него легче. Военный выход против него – это обязанность, уаджиб. Если у тебя есть правитель лучше него, ясно? Это ответ на то, что ты спросил. Вы имеете в виду сражение с ним, как говорят некоторые люди. С точки зрения шариата, дозволен военный выход против правителя, если он заявляет о своем неверии. И такое присутствует в некоторых странах мусульман, к большому сожалению. А затем случилась революция, оправданная тем, что этот правитель – Башар, неверующий. Затем случился такфир и выход людей. О, братья! Даже если он неверующий, давайте ради аргументации предположим, что он неверующий, как вы утверждаете. Такфир человеку – это не маленький вопрос. Даже если, о, братья, они говорят, что они бааситы, к примеру, или они называют себя бааситами. У нас здесь в Йемене есть личности, которые называют себя бааситами или социалистами, и они совершают молитву. Здесь есть подобные люди, это просто названия, и некоторые даже не знают этих названий. Однако вы находите их молящимися. Как этот Башар, правитель Сирии. Он стоял с людьми и молился. Этот вопрос вынесения вами такфира людям. Давайте ради аргументации скажем, что он, как вы утверждаете, неверующий. Разве каждый правитель неверующий заслуживает выхода против себя? Разве это путь обличения? Сегодня они живут в самых тяжелых условиях, в палатках. Разве это угодно Аллаху Всевышнему? Справедливый правитель – это тот, кто справедлив со своим народом. Нет справедливости более правильной и более обязательной, чем применение шариата Аллаха. Это и есть вершина справедливости. Аллах сказал: «Воистину, Аллах повелевает соблюдать справедливость, делать добро. Тот, кто правит людьми иным помимо шариата Аллаха, не будет справедлив. Он неверующий. И мы ищем убежища у Аллаха. Потому что Аллах сказал: те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими. Если лидер применяет законы к людям, противоречащие шариату, и известно, что он против шариата, что он оставил шариат, и что он ни на шаг не отступит от своего закона, конституции, то он неверующий. Даже если он совершает намаз, дает милостыню, постится, совершает хадж, поминает Аллаха, верит в послание пророка, он по-прежнему считается неверующим, который на вечность отправится в ад. Задающий вопрос спрашивает: шейх, пусть Аллах вознаградит вас. Является ли такфир прерогативой каждого, включая начинающих студентов, или это исключительно прерогатива лишь больших ученых? Что? Является ли такфир прерогативой каждого, включая начинающих студентов, или это исключительно прерогатива лишь больших ученых и судей? Тот, кто закалывает животных ради других, помимо Аллаха, открыто и очевидно. Тот, кто ищет помощи у кого-то помимо Аллаха, или взывает к кому-то помимо Аллаха,
Например, к мертвому человеку. Его многобожие очевидно, ширк его многобожия очевиден. И кто бы его не услышал, он может вынести решение относительно его многобожия и неверия. А что касается неясных вопросов, которые требуют знаний и кропотливого обсуждения, то такие вопросы должны быть адресованы людям знания. Они не придерживаются исламских законов. Ни акиды, ни манхаджа. У них нет ничего. Это касается всех тех, кто правит сейчас в настоящее время, кроме этих земель Саудовской Аравии. Каждый правитель на землях мусульман сегодня либо рафидит, либо батынит, либо секулярист. У них нет ни исламской акиды, ни исламского закона. Если ваши убеждения основаны на истине, они не будут противоречивыми, будут последовательными и соответствовать Корану и Сунне. Но мы видим, как ваши ученые лгут, искажают и манипулируют исламом в своих интересах. Аллах предостерегает нас от такого поведения в Коране. Разве вы станете веровать в одну часть Писания и не будете веровать в другую? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни. А в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Вы не можете выбирать то, что вам по душе из этой религии. Ислам — это не половинчатые решения. Нельзя быть одной ногой здесь, а другой там. Истинный мусульманин полностью подчиняется Аллаху, как он того требует. И Аллах сказал: «О, те, которые уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас явный враг». До нас иудеи были наказаны за то, что скрывали истину и искажали ее в угоду своим страстям. Аллах говорит: некоторые из них слышали слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл. Искренний мусульманин твердо стоит на истине, несмотря на порицания порицающих. Обновите свою веру, пока не стало слишком поздно. Покайтесь и вернитесь к Аллаху. Правители, которые заменяют шариат Аллаха, это тагуты, и необходимо избегать их и их судов. Они не руководствуются законами шариата. Избегайте рукотворных законов, которые противоречат заповедям Аллаха. Обновите свою веру, оставьте беспечность, держитесь за истину, даже если ее придерживаются лишь немногие. Как сказал Ибн Масуд, вы джамаат, даже если вы один. Истинный джамаат — это те, кто придерживается истины. Ученые бывают трех типов. Ученые государства, ученые уммы, ученые религии. Ученый государства — это тот, кто издает решения согласно страстям государства. Он видит, что говорит его правитель, а затем подчиняется. То, что его лидер сделал халялем, будет халялем, а то, что он сделал харамом, будет харамом. Это ученые государства. Ученые уммы следуют согласно тому, чем довольно большинство. Даже если это идет против истины. Он ученый. Однако он следует умме, массам. То есть он как первый тип, он грешник. А его знание — это бедствие для него. И третий тип — это кто? Ученый религии. Его не заботит ни государство, ни умма. Он выносит вердикт согласно доказательствам из Корана и Сунны, даже если люди будут недовольны этим. Это и есть настоящий ученый. Это раббани. Ученый, который поступает согласно знаниям, и обязательным условием ученого шариата является быть ученым религии и не смотреть на мнение людей. Он покинет мир лишь в своем гробу и саване, и не должны его заботить мнения людей. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, то связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут: если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Даже если ученый уммы станет самым великим среди масс, со временем это все исчезнет. С его смертью все это исчезнет. Однако, когда он будет ученым религии, Аллах почтит его упоминание в этом мире даже после его смерти. И от своих знаний он будет получать благословение. Поэтому я советую своим братьям из числа ищущих знания быть из их числа, из числа ученых религии, прояснять истину, как того заповедовал им Аллах, и взял с них завет об этом. Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Это относится к иудеям и христианам, и это включает и эту умму, как тем, которым было даровано Писание, Коран. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают.
Мы верим, что среди этих ученых находится наш шейх, шейх Ахмад Муса Джибриль. Да защитит его Аллах. Он один из ученых Раббани, и мы считаем его таковым. И Аллах — единственный судья. Этот ученый по праву должен быть описан словами Суфьяна ас-Саури, да помилует его Аллах, которые были переданы Хатыбом Аль-Багдади, касательно благодетелей людей хадиса. Ангелы являются стражами небес, а люди хадиса являются стражами земли. Давайте узнаем истинное значение изза, величия, и как на самом деле величие достигается в победе. Давайте узнаем, как предотвращаются и останавливаются подобные геноциды. Были времена в нашем славном прошлом, когда никто и никогда не смел причинять вред ни одному мусульманину, даже если он находился на землях врагов. Когда-то в нашей истории было время, когда у мусульман были деспотичные правители. Да, они угнетали свой собственный народ. Но когда чужеземец, кафир, пытался причинить вред одному мусульманину, женщине или ребенку, то мобилизовывались целые армии, и это расценивалось как объявление войны. И это потрясало мусульманских правителей. И применялась беспрецедентная сила. Мы множество раз упоминали эти истории об Аль-Хаджадже, Аль-Му'тасаме и других, которые мобилизовывали целые армии, когда против женщины или нескольких женщин приступали границы дозволенного. И до этого и лучше них был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который отправил армию не из-за геноцида приблизительно 15 тысяч жертв, а из-за одной женщины, чью честь задели. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам возглавил армию и изгнал целое племя иудеев из-за одной женщины. Бану Кайнука имели силу. Они не были слабы. У них имелось оружие. У них были крепости и военная тактика. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не принял ничего из этого во внимание. Когда одну одинокую женщину оскорбили и задели ее честь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал: «Они слишком сильны, мы не можем встретиться с ними лицом к лицу». Когда джихад ведется под чистым знаменем таухида и направлен на защиту мусульман, их земель, их жизни и их чести, то результатом будет обещание Аллаха, и нашим долгом было помогать верующим. Результатом будет: победа может быть только от Аллаха. Результатом будет: если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы. Почти во всех крупных сражениях, в которых мусульмане одерживали решающие победы, мусульмане всегда уступали в численности и силе. Победа не за теми, кто силен. Победа не в руках русских, или США, или Ирана, или Китая. Победа от Аллаха, субханаху ва тааля. Если Аллах дарует вам победу, никто не сможет одолеть вас. А если Аллах, субханаху ва тааля, будет против вас, никто не сможет вам помочь. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Закон победы очень прост. Победа будет за тем, кто больше боится Аллаха. А если не будет богобоязненности, то победа будет за тем, кто более силен. То есть это будет сила против силы. Шейх Абдуль-Хамид Кишк сказал как-то: «У нас сегодня нет ни богобоязненности, ни силы». Когда мне было 16 лет, я просматривал учебник грамматики шейха Абдуль-Маджида Раймли, да помилует его Аллах, из Йемена. У нас были примеры для определенных грамматических правил. Если мне не изменяет память, я думаю, что глава называлась «Аль-Маздар». Некоторые примеры из слов «дараба», «ядрибу», «дарбан». Некоторые примеры из слов «дараба», «ядрибу», «дарбан», а другие были «катальтуху», «катлян».
Он сделал паузу и сказал: «Посмотри, субханаллах. Даже в учебниках по грамматике они изымают значение смысла изза, величия, из сердец этой уммы. Они изымают значение смысла изза, чести, из сердец этой уммы через примеры грамматических правил. Это даже не фикх. Это не книги по джихаду или сира о джихаде. Это книга по грамматическим правилам, в которой они изымают значение смысла изза из сердец этой уммы. Когда мусульманам просто угрожали в славном прошлом во времена Харуна, то тон величия был следующим. От Харуна ар-Рашида, повелителя правоверных, к Никифору, византийской собаке. Я прочитал твое письмо. То есть он послал ему письмо. Лидер византийцев послал письмо Харуну ар-Рашиду, угрожая ему. Харун, отвечая ему, сказал: «Я прочел твое письмо, и ответ ты увидишь, а не услышишь». Тот просто пригрозил ему. Не было никакой резни и геноцида. Сегодня многие из уммы смотрят на аяты джихада из Корана и Сунны. На аяты о сражении из Корана и Сунны, как некоторые сестры смотрят на аяты о многоженстве. Вся умма с нетерпением ждет поста. Они любят пост в Рамадан. И это один из самых больших праздников ислама, которого с нетерпением ждут мусульмане. Подготовка, радость и позитивные изменения в настроении становятся очень заметными, куда бы вы ни пошли. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вам предписан пост». Они с нетерпением ждут этого, потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вам предписан пост». Тот же, кто сказал вам: «Вам предписан пост», сказал: «Вам предписано сражаться». Джихад предписан вам. Вы не можете сказать: «Я люблю пост, это полезно, поэтому я собираюсь соблюдать это. Я верю в это, и я собираюсь практиковать это. Но сражение и джихад нет, я не верю в это». Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую? Недавние события показали, как иудеи нашей киблы были порабощены своими правителями. Они хотят превратить людей из рабов Аллаха, Субханаху ва Тааля, в покорных рабов своих тагутов. Идея их таухида, когда они говорят о таухиде, состоит в том, чтобы вытащить людей из ширка могилам, о котором они постоянно хлопочут. И это правильно, потому что это не должно быть проигнорировано. Но они хотят вытащить вас из этого вида ширка и привести к ширку дворцам. Ислам пришел, чтобы почтить человечество тем, чтобы оно стало рабами Аллаха Субханаху ва Тааля. А они приходят, чтобы подчинить человечество тагутам. Повиновение приказам мусульманских правителей должно быть только тогда, когда мусульманские правители и их приказы, а также мусульмане, будут подчиняться Аллаху Субханаху ва Тааля и Его посланнику. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и обладающим влиянием среди вас». Слово «повинуйтесь» было опущено, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал: «И обладающим влиянием среди вас». Слово «повинуйтесь» было опущено, когда было упомянуто про обладающим влиянием среди вас. Это означает, что повиновение мусульманским правителям будет тогда, когда будет повиновение Аллаху Субхану ва Тааля. Продолжение этого аята подчеркивает это. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Его посланнику. Разве сказано: если вы станете припираться в каком-либо вопросе, обратитесь к правителям? Нет. Если вы в чем-то будете расходиться, обратитесь к Аллаху и Его посланнику, если вы верите в Аллаха и в судный день. Позвольте мне рассказать вам, насколько грязны эти дегенеративные иудеи нашей киблы, они, их шейхи и их лидеры. После того, как США вторглись и оккупировали Ирак,
Точно так же, как сионисты оккупировали сегодня Палестину, и в этом нет различий. США назначили Льюиса Пола Бремера лидером в Ираке. Они оккупировали страну и поставили его лидером там. А знаете ли вы, что среди иудеев нашей Киблы были такие, кто считал Льюиса Пола Бремера лидером, против которого нельзя выходить? Они сказали, что вы не можете сражаться без разрешения имама. Говоря о ситуации там была издана фетва о том, что Америка была там, чтобы освобождать, а не оккупировать. И они сказали, что вы не должны бунтовать против лидера. Их обладателем власти был Бремер, и это не случайно. Их главная фигура, которая тогда это сказал, из популярнейших шейхов иудеев нашей Киблы того времени. Он был в их средствах массовой информации днем и ночью. И в то время он был одним из ближайших советников их лидеров. Это упоминалось в их средствах массовой информации из мимбаров снова и снова. А вы знаете, что в 2015 году одного из самых известных предводителей отверженных мурджиитов в Иордании спросили о ситуации в Палестине, и он сказал: «Вы не можете сражаться с еврейскими поселенцами, потому что они обеспечивают вас газом, электричеством и дают вам работу». Кто-то спросил у него: «Шейх, а что насчет еврейских солдат с оружием?» Он ответил то же самое. Они обеспечивают вас газом, электричеством и дают вам работу. Вы понимаете, почему я говорю вам, что они отверженные? Понимаете, почему я навешиваю на них этот ярлык? Когда Америка благословила войну в Афганистане против Советов в 80-х и 90-х годах, фетвы поддерживающих там джихад лились как дождь. Хутбы вдохновляли людей идти на джихад. Деньги открыто собирались для джихада и муджахидов. Вы могли обратиться в любую авиакомпанию, в любое отделение Saudi Airlines и сказать, что я еду в Пакистан, чтобы воевать в Афганистане. И вам говорили, что билет стоит половину стоимости. Те, кто возвращались к своим семьям, были героями, потому что Америка благословила это. Когда Америка не благословляет это, джихад становится фитной. Держитесь подальше от этого. Это хавариджи. Этим они отпугивали от них умму. Примеров их предательства много. Давайте немного перенесемся вперед. В Палестине продолжается геноцид, но это не в новинку. Это продолжается уже 80 лет. Этому не 2 месяца. Мусульмане Палестины постоянно подвергаются геноциду на протяжении последних 80 лет. Перестрелки, убийства, взрывы бомб, изнасилования. Только за последние годы просто возьмите одну Газу. Одна лишь Газа не оправилась от массовых убийств 2009, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021 годов и по сегодняшний день. Я думаю, что никто, кроме Аллаха, субханаху ва тааля, не знает о точном количестве массовых убийств, произошедших в одной только Хайфе в 1947 и 1948 годах. Резня в Абу-Шуша, резня в Дейр-Ясин. Ариэль Шарон, да проклянет его Аллах, совершал в 50-х годах массовые убийства в Хан-Юнисе, в Кафр-Касиме, резня в Сабре и Шатиле, непрерывные массовые убийства и геноцид, постоянная конфискация мусульманских земель на протяжении 80 лет, насилие и побои, избиение женщин в самой Аль-Аксе и в других местах. И это не прекращается в течение последних 80 лет. Мужчин, женщин и детей ежедневно сажают в тюрьмы. Семьи и города эвакуируются. Фермы разрушаются. Вот уже как 80 лет семьи изгоняются, а их дома сравниваются с землей. Средства к существованию уничтожаются. Вот уже как 80 лет им отказывают в элементарных жизненных потребностях. И это продолжается уже 80 лет без остановки.
Шариатский фикховый термин по защите самого себя называется джихаду дафа. Оборонительный джихад. Иудеи нашей киблы, отверженные мурджииты, думают, что умма нуждается в разрешении от одного из их тагутов, чтобы защищать себя от оккупантов. У них такой принцип. Они сделают все для своих правителей. И даже геноцид в Газе их не спровоцирует. Но одно лишь слово в сторону их правителей их спровоцирует. Лидеры, которые устраивают грязные развлечения и концерты на земле двух святынь, в то время как люди в Газе подвергаются резне, они заменили шариат Аллаха Субханаху ва Тааля и предали забвению врагов Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля разрешил тем, против кого приступили, защищать себя. И им не нужно ради этого разрешения ни одного грязного правителя Объединенных Арабских Эмиратов или грязного правителя земли двух святынь или иных правителей. Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Аллах дал разрешение защищать себя. Это аят в контексте говорит о самозащите. Если Аллах Субханаху ва Тааля дал вам разрешение, не нужно больше разрешения от кого-то еще. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал об оборонительном джихаде. У него нет условий. Они, правительство Саудии, ложно утверждает, что они следуют за Мухаммадом ибн Абдиль-Ваххабом, в то время как его внук Абдуррахман ибн Хасан говорит самые твердые слова, опровергающие эти их заявления. И также Ибн Хазм и другие ученые. Некоторые иудеи Киблы начали примыкать к либералам и утверждать, что эти аяты относятся только к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это по причине того, что они не знают даже азов тафсира. 57 мусульманских стран, из них 22 арабские, которые окружают Палестину, а до некоторых буквально рукой подать. Почти 500 миллиона арабских солдат окружают врагов. На них потрачены миллиарды. А они не могут мобилизоваться, чтобы остановить геноцид или утолить жажду наших невинных детей глотком воды из Нила, который принадлежит мусульманам и который находится всего в нескольких километрах оттуда. Что сделали правители, кроме защиты границ и интересов врагов? Установи вы сегодня чистый шариат в Газе, вы увидели бы, как 86 стран мобилизуются и вторгнутся. Аллах Субханаху ва Тааля посылает испытания, связанные с жизнью и смертью человека. И одна из его мудростей — это разоблачение мунафиков. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого. Они хотят, чтобы умма взяла разрешение защитить себя у их предводителей, которые публично потворствуют нормализации отношений с самим врагом. И именно это они обсуждают на повестке дня. А то, что происходит в кулуарах переговоров, гораздо хуже. Однако не забывайте то, что делают хорошего наши предводители. Они же расширили мечеть пророка. Они же расширили мечеть Аль-Харам. Они же выпускают и печатают Коран. Они облегчили хадж. Как мало они знают о том, что спасение одного ребенка в Палестине, или одной женщины, или одного мужчины в Йемене, или в Ираке, или где бы то ни было, несравнимо важнее, чем расширение физической конструкции Аль-Харама, даже если она будет простираться вплоть до Китая. Разрушение Каабы и земли вместе с ней менее значимо перед Аллахом Субханаху ва Тааля, чем убийство одного ребенка в Газе. Убийство верующего перед Аллахом Субханаху ва Тааля более прискорбно, чем исчезновение целого мира. Когда курайшиты начали приводить те же аргументы, которые иудеи Киблы приводят сегодня, мы же заботимся о паломниках, мы даем им воду, мы поддерживаем заповедную мечеть. Аллах Субханаху ва Тааля сделал им выговор.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Неужели утоление жажды паломника и содержание заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в последний день и сражался на его пути? Где бы они ни находились, где бы они ни были, просто чтобы вы поняли, нормализация отношений с яхудами означает признание оккупационного государства Израиль и его суверенитета. Это признание того, что оккупанты Палестины имеют право на существование на оккупированных мусульманских землях прямо на костях и телах мусульман. В двух словах, нормализация отношений с яхудами — это уаля к оккупантам, кафирам. В то время как давать советы правителям наедине — это ошибочная позиция. Когда открытые грехи становятся достоянием общественности и даже одобряются теми, кто облечен властью, обсуждение их в открытом доступе также является допустимым. И по этому поводу мы упомянем Амара ибн Руайба, который, увидев Бишра ибн Марвана, который поднял свои руки во время пятничной молитвы, сказал: «Да изуродует Аллах эти две руки. Я видел посланника Аллаха, который не делал больше этого». И он поднял указательный палец. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Наилучший джихад — это истинное слово, сказанное в лицо несправедливому правителю. Когда дело доходит до призыва к добру и запрету зла, это схоже с тем, что сказал Умар ибн Абдуль-Азиз. Если бы у ислама был шестой столб, то им был бы приказ к одобряемому и запрет порицаемого. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, действовали против мункара, как продемонстрировал это Кааб ибн Уджра, который возражал против того, чтобы кто-то читал проповедь сидя, говоря: «Взгляните на этого жалкого человека, он читает проповедь сидя», в то время как Аллах велел вам стоять. Это передано в Сахихе Муслима. Подобно этому, некоторые лидеры Бану Умайя пытались изменить некоторые обычаи, пытаясь, например, давать хутбы перед праздничной молитвой. Противоречие в этом сунне, согласно которой сначала читается молитва. Это возмутило табиинов и праведников, которые выступали против таких новшеств. Когда один из лидеров начал настаивать на том, чтобы начать с хутбы, чтобы заставить людей слушать, один человек, возразив, схватил его за одежду, сказал ему: «Молитва первоочередна». Марван отверг это, сказав, что эта практика уже отменена. Абу Саид аль-Худри подтвердил слова этого человека, ссылаясь на учение пророка: «Кто из вас увидит зло, пусть исправит его своей рукой. Если он не может сделать это рукой, то пусть исправит это своим языком. А если он не сможет сделать это своим языком, то пусть не согласится с этим в своем сердце, и это будет наименьшим проявлением имана». И имейте в виду, что те правители не совершали и доли того зла, которое совершают сегодня нынешние правители. Вышеупомянутые слова относятся к правителям мусульман, которые соблюдали законы Аллаха, будучи при этом деспотичными. Это является позицией Ахлю Сунны. И да, мы считаем, что лучше не восставать против правителей, потому что восстание часто приводит к еще большему вреду и кровопролитию, особенно когда правитель мусульманин и правит в полной мере по законам шариата. Но сегодня мы видим, что группы мусульман не боятся восставать и бороться против правителей, которые отказываются править по законам шариата и не являются мусульманами. Однако мадхалиты все равно выступают против этих людей. Сами сподвижники обвиняли в неверии людей, которые совершали гораздо меньшие тяжкие преступления, чем те, которые совершают эти правители. Они кричат и плачут на минбарах, говоря, что мы слабые не можем восстать, пока у нас не будет сильного лидера и джамаата. Но когда появляется сильный лидер и джамаат, они затыкают уши, закрывают лица одеждой и ведут себя высокомерно, а потом начинают выдвигать против них свои лживые обвинения. Что еще сказано в нашей религии о том, как можно защищать себя от несправедливого правителя? Саид ибн Зейд передает, что пророк, мир ему и благословение, сказал: «Кто погиб, защищая свое имущество, тот шахид. И кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, тот шахид». Правители сегодня не мусульмане, и они неоднократно совершали большое неверие. Посмотрите на своих правителей сегодня. Вы довольны их действиями? Вы готовы молча сегодня стоять в стороне, пока они объединяются с преступниками? Нормальные дипломатические отношения с Израилем. Как вы думаете, если вам бы пришлось это охарактеризовать, что бы вы сказали? Каждый день мы сближаемся. Я думаю, под вашим руководством, мистер президент, мы сможем заключить исторический мир между Израилем и Саудовской Аравией.
Готовы ли вы предстать перед Аллахом в судный день и сказать: «Я подчинялся им, несмотря на преступления, которые они совершили против твоей религии, Аллах»? Что касается его слов, но хотят обращаться на суд к Тагуту, то одна из польз этого аята заключается в том, что обращаться к кому-либо, помимо Аллаха и его посланника, является неверием. Откуда это взято? Из их лживых утверждений и изречений об их вере. Потому что если бы они были истинными верующими, то они бы не обращались на суд к иным, помимо Аллаха и его посланника. Из польз этого аята также то, что если они хотят обращаться на суд к Тагуту, то этим они выходят из ислама, и обращение за судом к этому — это действие, основанное на первоосновах. И тот, кто желает и хочет обращаться за судом к Тагуту, даже если он этого не делает, то он не является верующим. А что уж говорить о тех, кто воплощает в реальность это желание, обращаясь за судом к Тагуту, совершая такое действие. Или вы будете стоять среди верующих и скажите, что мы отреклись от них из-за их неверия в тебя. Они были причиной разобщенности и раздора на этой земле. Фактически лидер исламского мира, хранитель двух святынь в исламе. Саудовская Аравия в эти выходные сделала нечто неожиданное. Там прошла грандиозная вечеринка с электронной музыкой, которая длилась 4 дня. С психоделической светомузыкой и выступлением международных диджеев. Как Аллах сказал в Коране: «Глухие, немые, слепые, они не вернутся на прямой путь. Вы глухи к крикам ваших братьев и сестер, страдающих от геноцида». Или вы настолько глупы, что верите, что нечестие, которое они сеют, идет на благо? И я думаю, что новая Европа должна быть на Ближнем Востоке. Это моя война, которую я лично веду. И я не хочу умирать, пока не увижу Ближний Восток впереди всей планеты. Мы крупнейший покупатель американской продукции. Или вы закроете глаза на ширк, которому они дозволили процветать на Аравийском полуострове, который оскверняет святость земли Таухида. Церковь, синагога и мечеть. 3 здания, стоящие друг напротив друга. Они призывают вас к межконфессиональному единству, в то время как небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Шейх, пусть Аллах даст вам облегчение. Спрашивающий спрашивает, правитель, который защищает усыпальницы и могилы для поклонения, отстаивает их, препятствует противодействию им. Каков хукм такого? Вы же знаете, каков хукм такого. Вы знаете хукм того, кто защищает неверие. Такой мушрик. Даже если он заявляет, что он мусульманин. Многие мусульмане, которые были когда-то среди мадхалитов, объяснили, почему они так долго оставались среди них. Они сказали, что это было легко. Не нужно было ни бороться, ни чем-то жертвовать. Им нужно было просто держаться особняком. Кто вам говорил для начала идти туда, нападать на Израиль? Вы даже не были со мной. Вы занимались своими делами. А теперь вы хотите, чтобы я пришел и спас вас? Если я приду спасать вас, нас всех убьют. Другие палестинцы обвиняют в предательстве официально арабские страны. Нет никакого предательства. Мы всегда поддерживали палестинцев. Предательство исходит от самих палестинцев. Их предупредили не распространять информацию о страданиях мусульман. Это не принесет пользы. Не бойкотируйте. Это не принесет пользы. Нет обязанности помогать физически своим братьям и сестрам. Знаешь, я изначально люблю Starbucks. Люди начинают меня уже бесить, брат. Когда вы выходите на публику и говорите: «Эй, парни, давайте бойкотируем такую-то и такую страну и компанию». Что? Я имею дело с этой компанией. Они нам платят. А когда мы заключаем сделку, вы ее разрушаете. И этот вопрос решают правительства мусульман, которому вы не можете вот так просто не подчиняться. Бойкотировать? Вот почему многие ученые говорят, что бойкотировать — это харам. Так что это не твое дело, Хабиби. Было легко выйти из смягченной версии ислама, который требовал небольших усилий и позволял избежать ответственности, связанной с отстаиванием справедливости и поддержкой уммы. Я мог бы рискнуть своим призывом. Какой-нибудь посол или чиновник мог бы поговорить с официальными лицами, сказав, что это призывающий, который находится в УАЕ, клевещет на нас и занимается политикой и все такое. Это могло бы остановить мой призыв. Если я скажу хоть что-то об Израиле, это может прекратить мой призыв. Думаете, это разумно? А я даю по 3-4 урока в день, хвала Аллаху, они приносят пользу. Я получаю пользу, тогда зачем мне все это бросать ради чего-то, что не имеет никакой ценности?
И под конец я скажу так. Наш путь свободен от противоречий, а ваш полон противоречий. Я буду следовать Корану и Сунне, а вы будете руководствоваться мнением того-то и того. А теперь вопрос, какой путь выберете вы? تلك آثار خطايا هكذا الأجيال